Ну, калі моя думка, певна моя думка, то, по-моєму, ми вже і так близько. А тут, певно, жадання кожного чоловіка, а не одного. Коли більшість людей хоче зближатися, будемо зближатися, коли більшість не буде хотіти, будемо розходитися. Але жени нам багато, я лічу. Ну, вы знаете, что день хороший, день нормальный, потому что Россия и Беларусь, давно ж уже страны, которые друг другу помогают, да, поэтому почему нет? Россия великая страна, да, поэтому замечательно, что единение есть, потому что без России все-таки сложно и на международном уровне, и политически, и экономически, это всегда сложно. Для Беларуси это будет сложно, если мы разъединимся. Мы останемся совсем тогда уже в изоляции. Поэтому надо дружить. Поэтому, чтобы все было хорошо, надо дружить, надо общаться, быть дипломатами, вести определенный уровень дипломатический. Но не забывать о том, что мы свои, у нас независимость, у нас страна, и она должна развиваться. И молодежи развивать эту страну надо. И пожилым людям понимать, что жизнь, она короткая, и надо ее прожить достойно, чтобы всем было хорошо. Будьте здоровы! Мне, вы знаете, уже как бы все равно. Сын у меня уехал в Польшу, участвовал в маршах, был активистом, старался, чтобы перемены какие-то были. Но ничего у них не получилось, я так считаю. Вот, поэтому мне уже как сын говорит, все равно. Я считаю, что мне все равно. Я уже в возрасте. Вот. Ну что будет, то и будет. Я считаю независимые. Но я не считаю, что мы там должны плясать под диктовку Латвии, Польши. У нас третья часть, считай, поляков, то есть, живет. Если взять Гродно, Брест. Так что это вопрос такой, знаете, не однодневный. Как говорится, здесь много нужно чего решать. Потому что кому-то президент не нравится, кому-то нравится. Это так быстро не решается, это же все естественно. Это просто привыкли жить с Россией вместе. Так вот это пожилое население все. Ну, а молодежь взять уже 90-й, допустим, год. Они же еще не видели той жизни, какая была, какая будет. Они не знают, что такое. Ну, я считаю, решать это новому поколению. А мы уже 60-летние, нам кусок дали хлеба, и так и живем. Ну все. Как было, так и у нас и останется. Сближение было, есть и будет. Оно никогда разрыва никакого не будет. Ну, Россия и Беларусь одни те. У нас же здесь у Минске россиян процентов 40 по одним проживает. С Россией. Да. Ну и по всей Беларуси также. Так что это, мне кажется, оно было, есть и будет. Нам от России отходить нечего. Во-первых, ресурсы. Все заводы работают на сырье в основном российском. Да. Потому что у нас не в состоянии закупать мы это все. А с Россией то одолжили, то что-нибудь получается. Так что. Не знаю, никак не отношусь к этому дню. И я против таких сближений. Ну, пусть это братский народ, но тесных таких, чтобы жить как в России, я не хочу. Скажем так. С их уровнем коррупции и за бардак. Нет. То есть я не против сближения, но так жить, как они, я не хочу. Как там живут. Такое мое мнение. Сближаться стоит, потому что мы вместе живем, мы должны жить вместе. Это мое мнение лично. А денежки должны быть разницами. Правильно. Нет, конечно. Мы же с отдельное государство, мы должны быть... Ну, зачем объединяться, если мы так? Можно дружить, но... Ну и все. Помогать друг другу. Нет, объединяться не нужно. Нет, я думаю, что не стоит. Я очень спешу, извиняюсь. Я не вижу в этом каких-то приоритетов для Беларуси. Ну, смотря в каких вопросах сближаться.
ну, там, допустим, независимость однозначно не утрачивать, а сближаться можно в экономике, в культуре, почему нет? Отношусь очень скептически. Для меня это непонятный праздник, если честно, учитывая, что мы независимая страна. Отношусь негативно, потому что предполагаю, что последствия для белорусского народа будут негативные.